подався в частний сектор Феодосії. Как воздух, перед новым прибоем нужны эти скалы, нужны любви твои глаза. Ей близко, слишком мало, с ума мы сошли, в голове экстази. Как мы полетим, мне нужна гравитация. Тебя подожди, сорвали оборты, ожари любви. Акция. Мамы сошли, в голове экстази. Как мы полетим, мне нужна гравитация. Тебя подожди, сорвали оборты, ожари любви. Стереть кровь ноги меня, спасать смогла лишь ты, хотя хотели многие горит. На небо пустят долгие дороги, ты мою душу обнимай. Мне нужны огонь, мне нужны твои ожоги. С ума мы сошли, в голове экстази. Как мы полетим, мне нужна гравитация. Тебя подожди, сорвали оборты, ожари любви. С ума мы сошли, в голове экстази. Как мы полетим, мне нужна гравитация. Тебя подожди, сорвали оборты, ожари любви. Акция. Это эвакуация. Ходят по дороге. Желе-мале. Желе-мале.
Демале. Вот уже и доехали до набережной. Фу. Колеса пыльные, блин. Собаки ходят. Осторожно, собаки. Осторожно. Осторожно, дети. Осторожно, собаки. Вот тут на машинках катаются. Объедем их. Дети. Дети катаются. Тут собачники, блин. Давай, собака. Тут самокатчик. Чё ты? Левее бери. На мотоке. Слушает музыку. Едет. Колыхает головой. А вообще тут нельзя ездить на мотоциклах. Здесь только можно ездить на велосипедах. Давай, братан, газуй уже. Будешь ехать или будешь? Нет, он передумал. На мотоциклах ездят здесь. Велосипеды, да, а мотоциклы здесь запрещено. Нечего тут ездить на мотоциклах. Едем на набережную пить кофе. А время сколько у нас? 15:13. Ну как раз, да, минут 20-30. Где-то так. О, хорошо так вообще. Тепло. Как-то они ездят, не умеют ездить вообще. Ездят так. Шалтай, болтай. В ту сторону поехала, в ту сторону. Короче, да, как-то ездят так. Непонятно. Так, сейчас свернем. Поехали, посмотрим, что тут за движение. Ну да, народу так, нифига себе, нормально. Сейчас заснимем с высоты. Ты садись, потом Ты садись. Садись. Куда садись?
Лучше с краю ехать. Море тихо-тихо. Красота вообще. Так. Не объедешь так. Надо объезжать вот так. Да, сегодня так народу прилично. Тут даже спешить даже и не надо. Собака он купается. Зашла покупаться. Здрасте. Да. Да. Ага. Ну что, выезжаем с Феодосии и едем в сторону Коктебеля. Снова степи соседи. Закат. Апельсиновый закат. Рассветная, светлее. Вечерок, да, уже так свеженько.
Все самокатчики, велосипедисты в основном ездят без шлемов. В основном все ездят без шлемов. Зеленый, наверное, не успеем. Да, не успели. Табак. Мудак. Табак, мудак. Едут, постоим, ладно. Да не, ветровочку надо будет пододеть. Сейчас там станем. Да, сейчас станем, надо ветровочку одеть. Свеженько так. Вечер, да, все-таки вечер есть вечер. Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим. Вечно мог. Так, что мне надо? Мне надо камеру сейчас снять. Не, просто на скорости едешь, да, оно так поддувает. Поддувает, так скажем. Завладеть. Что там гавкаешь? Собакин. Не гавкай. Так, все. Сейчас фары подключим, чтобы нас видно было.
погоним сейчас. Ух ты! Все, погнали. Никого нету. Не заводится мопед. Не заводится мопед. Не заводится мопед. Да, что-то. Какие-то проблемки с мопедом. Ну а мы погнали. А мы погнали на челноки. Пойдем, пойдем, пойдем. Ветра нет так. Чуть-чуть поддувает. Фу. О, уже 8. Почти. Без 5. На подъем идем. Сейчас взлетим. Да не шучу. Никуда мы не взлетим. А так на подъеме, конечно, тепло. Погнали. Вот эти челноки. Челноки. Фу. Идем на подъеме. Этот поворачивает. Молодец. Пропустил.
в такое время надо со светом ездить по-любому. Погнали, погнали. На подъем тащим свою задницу. А вон и закат. Красивый, да, закатик там. Солнце уже почти село. Красиво, да. Солнце такое красное. Да, мы не спешим. Сегодня мы на звездопада вспоминать не успеем. Сегодня мы едем так. На мопеде. Ну вот. На мопеде, да? Ну вообще, я бы никогда себе не взял мопед. Но зато он дешевый, он стоит там сколько? 1100. Вот. Такой, скажем, бюджетный транспорт. Да, бюджетный вид транспорта. Но мне не в кайф. Не люблю я ни мопеда, ни мотоциклы эти. Не знаю, не в кайф. Даже вот эти эндуро вообще не в кайф. Велосипед все-таки куда лучше. Пускай скорость будет меньше, но зато безопасней насколько. Вот. Из-за того, что скорость небольшая. Вот. Ну и плюс, да, везде можно ездить. Вот мопед, допустим, он в горах особо он никуда. Ну так заедет где-то, но так как вот моя электричка, он не везде сможет заехать. Ну и дырчит как этот, воняет, дырчит. Эти эндуро мотоциклы как бы, ну да, типа кайф, там гоняешь, там скорость, все это, моща, там ты поднимаешься везде в горы, по горам ездишь, но все равно, опять же, он дырчит на все это, тебя слышно, черт знает откуда. Вот электромотоцикл, Сурон и как-то там еще. Это вот да, нормальная тема. Его не слышно, он тихо едет. Скорость, ну там скорость, да, тоже, как и в эндуро, там под 100, 120 или сколько там. Ну как бы так, да. Ну тут просто кому что нравится. Кто-то кайфует от этих эндуро. Я, например, нет. Мне просто вот это единственное не нравится звук.
дырчит, как этот, блин. Тебя слышно за черт знает откуда. А электрички это вообще кайф, да. Тебя не слышно, не видно. Тихо заехал куда надо, выехал. В любой лес мы ездили по Ялте сколько с друганом. По всем ялтинским лесам. Там где шарятся эти егеря эти. Ну, эти егеря и как там их? Как их называют, блин? Забыл, блин. Ну, короче, которые там якобы охраняют Ялтинский горно-лесной заповедник. Вот. И мы столько объездили там. И нас ни разу никто не ловил. Потому что вот даже если бы мы попались бы на какую-то фотоловушку, вот, а они пока бы приехали в это место там, да, мы уже где-то там аж черт знает где уже будем. Они пока приедут, пока будут искать. И что они будут искать? Нас же не слышно. Мы там влево, вправо, по горам куда-то поехали, все. Нас они найти не смогут. А мотоциклы эти эндуро, их, блин, найдут быстро. Вот. Так что вот так вот. Ну вот если только электро, да, мотоцикл. Электро эндуро, те да. Тех тоже фиг найдешь в лесу. Так что везде есть свои минусы, плюсы. Да, в электро ты большую дистанцию не сможешь проехать, там 150 километров, 200. Ну, они ж не предназначены для таких дальних поездок. Они вот 80 километров, 100, да, еще максимум там. Но этого хватает с головой. А если тебе куда-то там прям катнуть надо, ты можешь поехать, где-то потом встать и потом где-то зарядиться в какой-то гостинице, там это, переночевал, поехал там дальше. Но это если ты куда-то собрался ехать далеко. А если покататься где-то по горам или по месту в пределах до 100 там, километров, пожалуйста, это вообще супер. Поэтому да, все-таки электричка это супер. Это вот среднее что-то между мотоциклом, мопедом там, да. Вот. О, красивенько. Ага. А ну, секунду. Заснимем. А там он луна. А там он закат. Красиво. Спору нет.
Задняя фара уже села. Так что да, как бы свои плюсы везде, свои минусы. Но все-таки вот даже вот в этих в электровелосипедах все равно какая-то есть нагрузка, особенно если по вот горам ездить. А мотоцикле вообще никакой нету. Ты просто газуешь и все. О. Так что как-то так, да. Нагрузок в мотоцикле нету никаких. Просто это как машина, только два колеса. Сидишь, газуешь и все. А здесь как ни крути, а какая-то есть нагрузка. А если еще ехать не на турбо, а на МТБ, то как бы вообще нагрузка есть. Погнали! Горы, горы. Все. Солнце село. Испарилось. Дестес. Едем в Подгорное. Ну так, вечером свежо, я скажу. Свеженько так. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Хочу как-нибудь попробовать с Орджоникидзе поехать на велосипеде в Судак, остановиться там, ну, приехать в Судак и, короче, остановиться там в одной гостинице с бассейном. Называется Солдая 4 звезды. Солдая, Солдая. Она находится возле Генуэзской крепости. Вот, доехать туда, заселиться вечером, после обеда заселиться в гостиницу, поставить аккумуляторы на зарядку, поплавать там в бассейне, отдохнуть, почилить там в бассейне, все дела, может на набережную там сходить, пройтись, вот, а потом там остаться, переночевать, а потом на следующий день поехать
назад. Только назад заехать в Новый Свет, а потом уже поехать. Вот так вот. Только это надо брать мне третий аккумулятор с собой, если я хочу в Новый Свет заехать, а потом уже ехать назад. Вот такие планы, вот как бы на один день, да, так получается километров 50 до Судака. Вот. 50 километров туда, 55, может даже. И потом назад тоже где-то 50. А, назад больше, если в Новый Свет я хочу заезжать, то это будет километров 80 где-то. Она так выпадает. Вроде ж закреплено. Она что-то смещается на этих дорогах в одну сторону, и потом с этого с сумки потом раз выпала. По трассе это понятно, она никуда не это. А по таким вот ямам скакаешь, и она влево-вправо, и потом тю, падает. А я такой еду, смотрю, такого, она такая уже падает, я такой торможу, и она пылька упала. Не, удобно вообще, а то я раньше с собой возил колонку в рюкзаке, нагрузка на спину, а это передняя сумочка вообще супер. То есть сейчас даже часто езжу вообще налегке, без рюкзака. Все имеется в сумочках. Все в сумочках. Станем. Вон сколько со звездопада людей едет. Машина одна, вторая, третья, четвертая. Вон кто-то еще едет туда, две машины. А чё, кайф, да. Кайф. Ой, пятерка. Ведь если ты придешь, то чтобы отомстить, мне лишь остается молить богам, пока я люблю своего врага. Ты не испытание, ты беда, и жду тебя дальше, когда в бегах. Усталая ночь, температура, и снова пишу тебе как дура. И не оставил координат. Ладно, погнали. Ночь. Накрывает. Сейчас будем спускаться под горы. Я как будто на я не выхожу А у нас там заканчивается уже место на карте памяти. Так что на всякий случай скажу. До новых встреч в горах, на трассе и на набережной.